Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Кыргызской Республики Молдубаеву Алмазбеку Тавалдыевичу. Прошу пройти к трибуне. Уважаемые судьи Конституционного суда, мы, рассмотрев ходатайство Айткулу Икрамидина Назировича, дополнительно его ходатайство, и вот вчерашнее, по двум позициям, его, по двум обращениям мы письменно отдельно дали позицию свою. Это по статьям 243, предъявление обвинения, речь идет о объявлении об окончании следствия, ознакомление обвиняемого его адвоката с материалами дела. И по статьям, по дополнительному, по 412 статье, части 3 идет рассмотрение в апелляционном порядке. И по 421 статье, это, что является существенным нарушением уголовно-процессуального закона. Ну и вчерашнее, да, дополнение, из-за чего, позавчерашнее, да. Мы письменно дали. В целом я хотел бы остановиться на основных позициях нашей позиции. Мы исходим из того, что эти нормы не противоречат Конституции по следующим основаниям, что в целом наше уголовное судопроизводство осуществляется соблюдением принципов верховенства права, в соответствии с которым человек и его права, свободы признаются высшей ценностью. Да? Также мы учитываем, что принцип равенства распространяется не только на непосредственно признаваемые Конституцией права и свободы, но и на связанные с ними другие права, приобретаемые на основании закона. То есть конституционные принципы недискриминации, равенства, применяемые судом при отправлении правосудия, имеют существенное значение для обеспечения гарантии доступа граждан к справедливому суду, принятием справедливого решения, а равно и поддержания принципа доверия граждан к государству, закону. Ну, мы здесь должны отметить, что если подозреваемый преднамеренно, да, уклоняется от следствия суда, задержки в процессе расследования, рассмотрения дела может привести не только к затягиванию судебного процесса, к ухудшению качества расследования, но и к нарушению прав и законных интересов потерпевших от преступлений, что нарушает доступ к правосудию не только самого, кто обвиняется, но и тех, кто является потерпевшим по этим делам. Мы считаем, что возможность получить справедливый суд с точки зрения не только подсудимых, а и потерпевших является нарушением принципа неотвратимости уголовной ответственности. Да? Кроме того, Конституция допускает определенные ограничения, то есть я речь веду о части 2 статьи 23 Конституции, которые говорят, что права и свободы гражданина могут быть ограничены Конституцией, законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. То есть в данном случае я говорю о том, что должны учитываться не только права подсудимых, обвиняемых, но и права потерпевших от данного преступления. И в законе говорят, что ограничения могут быть введены с учетом особенностей военной государственной службы. Кроме того, хотелось бы отметить, что процедура допустимости ограничений включает в себя элементы, то есть они должны налагаться национальным законодательством, они должны быть необходимы в демократическом обществе, они должны служить одной из законных целей, изложенных в том числе в Международном пакте о гражданских и политических правах. Кроме того, мы говорим о том, что обратить внимание на главу 13 УПК, там речь идет о мерах пресечения. И, соответственно, законодатель, когда предусматривал, то есть там предусматривается заочная мера пресечения, избрание меры пресечения в заочной форме. То есть, когда человек умышленно скрывается, и следователь, он
считает, что собранные им доказательства являются достаточными, то он заочно предъявляет обвинение, заочно избирается мера пресечения, и человек заочно объявляется в розыск. То есть изначально УПК предусматривает заочная форма. При этом есть оговорка о том, что если он будет задержан там, в течение 48 часов он должен быть доставлен в суд для проверки обоснованности его задержания и какая мера пресечения должна избираться. То есть из этого следует, что законодатель предусматривает заочное предъявление обвинения. То есть из того, что если он говорит, что заочно человек может быть объявлен, избрана мера пресечения, объявлен, соответственно, в розыск. То есть мы говорим там о том, что законодатель предусматривает заочное предъявление обвинения. Соответственно, о том, что наш уважаемый Икрамидин Назирович, он говорит о том, что вообще не предусматривает никаких норм, которые говорят о том, что человеку нельзя заочно предъявлять обвинение. Мы говорим о том, что, в принципе, это законодательство у нас предусмотрено. Главный вопрос стоит, да, почему некоторые дела приостанавливаются в связи с розыском, а некоторые дела, направляются в суд и проходит процесс. Да. Это, на мой взгляд, это связано с тем, что если человек не знает, где-то он уехал, улетел в командировки, пропал, но в данном случае, в его случае, что когда человек получает в другом государстве политическое убежище, не намеревается возвращаться, то, соответственно, на наш взгляд, может быть проведено расследование заочное и, соответственно, постановлен приговор. Это в целях защиты тех же потерпевших по делу. Я знаю, что без частности мы считаем, что именно эти вопросы, которые поднимал Икрамидин Назирович, что мы считаем, что УПК допускает применение заочного расследования, заочного предъявления и заочного осуждения. Вопросы заочного осуждения уже рассматривались Конституционной палатой, Конституционным судом ранее, да. Я на этом останавливаться не буду, мы подробно изложили в позиции. Встает следующий вопрос, да, насколько возможно апелляционное, кассационное обжалование заочного приговора, да, мне кажется, это зависит от позиции человека и лиц, которые его защищают в суде. Если, например, его приговор, заочно осужденного человека, приговор обжаловался в апелляции, в кассации, соответственно, я не могу представить ситуацию, когда нельзя было бы это обжаловать. То есть любое решение суда должно обжаловаться. Да? И если кто-то не согласен был с приговором, это тот же адвокат заочно осужденного человека или прокурор. Представим ситуацию наоборот. Например, оправдательный приговор, заочный. Соответственно, прокуратура может его обжаловать вплоть до кассации. Поэтому мы считаем, что прямых противоречий с Конституцией, нормы, которые мы перечисляли, 243 порядок предъявления, объявления об окончании, ознакомление, речь идет о составлении обвинительного акта, порядок производства апелляционной, кассационной инстанции, и что является существенным нарушением, не противоречит Конституции. По статье 403 имеется в виду восстановление пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы. Данное право может быть реализовано через подачу жалобы через адвоката, который защищал
Либо должно быть какие-то обстоятельства, и человек действительно не знал о состоявшемся в отношении о приговоре. У меня в целом все, я готов ответить на вопрос.